За последние годы статистика ФАС России показывает, что основным нарушителем конкурентных норм закона являются органы власти. За отчетный период выдано 34 предупреждения органам власти муниципальных образований. Из них 20 исполнены в срок, остальные только на стадии исполнения. В 2019 году выдано 40 предупреждений и одно предостережение по признакам нарушения требования 135 федерального закона. Нами было выдано одно предупреждение по признакам нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции ООО «Газпром» Межрегионгаз Назрань. Это злоупотребление доминирующим положением. О нарушении закона о защите конкуренции было вынесено 118 постановлений с общей суммой штрафа более 8,5 миллионов рублей. Также в прошлом году ингушским ФАС было возбуждено и рассмотрено 11 дел по нарушениям федерального закона о рекламе. В основном нарушения закона о рекламе касались нарушения оказания медицинских услуг и также рассылки СМС-рассылок без предварительного уведомления, без предварительного получения согласия абонента. По результатам рассмотрения дела согласно принятым решениями по статье 14.13 КоАП РФ нами было возбуждено 6 административных дел и привлечены виновные лица к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила 504 тысячи рублей. В сфере государственных заказов рассмотрено 140 жалоб. При рассмотрении выявлено более 300 нарушений. В отношении должностных лиц, заказчиков и членов конкурсных, аукционных, котировочных комиссий было возбуждено 387 дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 5,5 миллионов рублей. 4,5 из них уже уплачено. Было проведено 2 внеплановые проверки, были выявлены нарушения, составлено 25 административок. В 2019 году было проведено 19 внеплановых проверок совместно с правоохранительными органами. В ходе проверочного мероприятия было выявлено более 350 нарушений. На пресс-конференции прозвучала информация и о нашумевшем деле в отношении Минприроды, по которому возбуждено 4 дела. Специалистами в сфере антимонопольного законодательства выявлены признаки нарушения при размещении заказов и проведении процедуры торгов на сайте, а также нарушение права на заключение договора. В соответствии с законодательством информация о проведении торгов должна быть размещена до начала процедуры торгов. В данном случае все было совсем по-другому. Мы находимся на стадии рассмотрения этого дела. Мы возбудили 4 дела в отношении Министерства природы и 4 участников. Там 2 ИП и 2 ООО было. Сговор не в том, чтобы продали этот лес, а сговор и наши претензии в чем? В том, что заявки были отправлены с одного IP-адреса. В том, что заявки готовило, по нашему мнению, на сегодняшний день одно и то же лицо. В том, что на сайте торги.gov.ru эта закупка была спрятана, в том, что ее там не было. В том, что 4 участника четко распределили между собой 4 лота. Это все привело к тому, что начальная цена контракта 400 тысяч рублей, она осталась на одном месте. То есть никто никому не мешал. Все торги были распределены заранее в сговоре с Министерством природных ресурсов республики. На текущий год управление ставит себе уже новые цели для сокращения нарушений антимонопольного законодательства. И первое – это наладить тесное взаимодействие с органами власти и местного самоуправления. Проводить с ними обучающие семинары, совещания и круглые столы. Так как большинство нарушений были из-за низкой компетенции специалистов. Многие нарушали правила торгов по незнанию. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Магомед Белакиев. Новости 24.